Здравствуйте, в эфире «Актуальное интервью» в студии Власий Сергеев. В Якутии планируется климатическая экспедиция в места, где произошли лесные пожары летом 2021 года. Участие в экспедиции примут ученые-климатологи и члены экологической общественности. Они исследуют состояние мерзлоты именно в местах пожарищ. Сможет ли экспедиция повлиять на существующую систему противопожарных мероприятий по защите леса? Узнаем это по итогам разговора с председателем постоянного комитета Госсобрания Иль-Тумен Республики по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамином Афанасьевым. Сахамин Миланович, здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, мы знаем, что пожары в Якутии летом возглавили мировую статистику по площади, да, пройденной огнем. Какие леса были уничтожены, собственно, пожарами? Добрый день еще раз. Я хотел бы остановиться о целях климатической экспедиции и вообще о климатической повестке Российской Федерации. Эта повестка обозначена президентом Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем в прошлом году на климатическом саммите в США. И он обозначил основные направления климатической повестки, климатической политики Российской Федерации. Это, конечно, снижение эмиссии углекислого газа и, конечно, выработка мер по адаптации объектов экономики к той общемировой климатической повестке, которая транслируется во всем мире. Климатическая повестка Российской Федерации, она тоже очень четко прослеживается в Республике Саха-Якутия. Наш глава Айсен Сергеевич Николаев в ежегодном послании к Госсобранию Иль-Тумен обозначил свое видение в решении климатических проблем, которые присутствуют в регионе, крупнейшем регионе Российской Федерации, это в Республике Саха-Якутия. Планируется в 2023 году провести климатический саммит в Республике Саха-Якутия, а в 2022 году климатическую экспедицию. Вопрос действительно острый, который вы задали. Площадь, пройденная огнем, свыше 8 миллионов га. Речь идет о площади, пройденной огнем. Это говорит о климатических последствиях, которые происходят во всем мире. И надо отметить, что пожары происходят не только в Республике Саха-Якутия, они происходят и в соседних регионах, они происходят и в Европе, к сожалению. Вы знаете, греческие пожары в Испании. Также пожары, крупнейшие пожары происходят даже в Северной Америке. То есть климатические процессы, лесные пожары, они являются актуальнейшей проблемой не только Республики Саха-Якутия, но и всего мира. Да, Сахамин Миланович, если продолжать разговор о последствиях, да, какой ущерб нанесен лесными пожарами экосистеме в масштабах планеты, как это скажется на экосистеме региона, по вашему мнению? Последствия лесных пожаров, они известны. Это идет очень большая эмиссия, то есть выброс углекислого газа в атмосферу. Это шлейфы пожаров. Они тоже распространяются по различным регионам. Это, во-первых. Во-вторых, идет уничтожение леса. Рослесхоз Российской Федерации по итогам лесопожарного сезона обычно отдельно выводит ущерб лесному фонду. А в этом году ущерб Рослесхозом по Республике Саха-Якутия, по России пока не обозначен. Ну и, конечно, есть случаи негативного воздействия на объекты экономики. Это горят линейные объекты, линии, негативное воздействие на объекты животного мира. Это все предстоит изучить как раз в рамках комплексных экспедиций, в рамках научных исследований. Потому что очень трудно оценить весь негативный ущерб, комплексы последствий лесных пожаров. Да, именно для этого, собственно, и проводятся, да, климатические экспедиции. Но мы знаем, что в прошлом году, да, и такая экспедиция состоялась в Архангельской области. Какие результаты были озвучены тогда? Первая климатическая экспедиция в 2021 году прошла
по инициативе Российского экологического общества, руководитель Исмаилов Рашид Айдынович, Архангельской области. Но надо отметить, что Архангельская область находится западнее нашей республики. Были проведены исследования водных объектов, дендрологические, биологические, ботанические исследования, содержание микропластика в воде. И по итогам любой экспедиции готовится отчет. Отчет климатической экспедиции по Архангельской области, он будет размещен на сайте Российского экологического общества. Ну и цель по итогам любой экспедиции, да, это выработка рекомендаций по адаптации региона, объектов экономики региона, населения, тем глобальным изменениям, которые происходят во всем мире. Для каждого региона рекомендации будут разные. Допустим, по республике Саха-Якутия климатическая экспедиция стартует 6 июня по 23 июня 2022 года. Будет проведен обширная работа по исследованию. И, конечно, будут выработаны отдельные рекомендации для республики Саха-Якутия. Да, Сахамин Миланович, вы нам очень детально, да, рассказали о целях экспедиции. А теперь предлагаю поговорить о том, кто же будет, собственно, этим заниматься. Определился ли уже состав экспедиции, вот именно грядущей экспедиции вот в нашем регионе? И по какому маршруту пройдет группа исследователей? Я хотел бы начать и обозначить инициаторов. Это Исмаилов Рашид Айдынович, руководитель Российского экологического общества. Чиросов Михаил Михайлович, руководитель Якутского регионального Российского экологического общества, доктор биологических наук. При поддержке Министерства экологии, природопользования лесного хозяйства, Госсобрания Ултуман проходит данная экспедиция. В состав данной экспедиции входят ведущие ученые Российской академии наук, входят все профильные и ведущие институты Сибирского отделения Российской академии наук в республике Саха-Якутия. Это Институт мерзлотоведения, Институт биологических проблем крилитозоны, Институт космофизики, Институт гуманитарных исследований. Они являются профессиональными деятелями, имеют обширный фронт работ, уже проводимых работ. И очень отрадно, что они присоединяются к климатической экспедиции. По итогам работы наших ученых как раз будет готовиться рекомендация для республики Саха-Якутия по адаптации республики к тем изменениям, которые происходят. Надо говорить о комплексе. Да? Климатические исследования, климатическая экспедиция, она охватывает не только лесные пожары, о которых вы сказали, о негативных последствиях. Климатическая повестка, она в себя включает такие направления, как негативное воздействие вот как раз изменений на вечную мерзлоту и процессы, которые происходят и негативно влияют на жизнедеятельность человека. Это деградация земель, почв, сохранность зданий, сооружений, лесные пожары, вопросы биоразнообразия, связанные с пожарами, вопросы сохранности водных объектов. Ведь не секрет, что пепел и зола, взвешенные вещества от лесных пожаров падают на целые озера, на ручьи. И это влияет на сохранность водно-биологических ресурсов. И вот это все в комплексе будет рассматривать климатическая экспедиция. Маршрут будет пролегать по различным районам республики Саха-Якутия. Предварительно в маршрут включены заречные улусы республики Саха-Якутия, чтобы посмотреть и изучить процессы, которые налицо видны. Это Чурапчинский улус, Статинский улус, где идет деградация земель в связи с оттайкой вечной мерзлоты. Кроме того, предстоит большая работа в Институте мерзлотоведения на стационарных научных базах, проследить те процессы, которые происходят под землей. Будет выезд в лесные участки лесничества Республики Саха-Якутия, чтобы оценить последствия лесных пожаров 2021 года.
А кроме того, будет изучаться микропластик в водных объектах Республики Саха-Якутия. Экспедиция посетит Национальный парк Ленские столбы, Безонарий Усть-Ботума. В общем, очень широкий спектр работ предстоит сделать климатические экспедиции в 2021 году. Да, Сахамин Миланович, вот обозначили мы состав, да, цели и задачи экспедиции, также обсудили маршрут. А что касается вот даты проведения экспедиции, в каких числах планируется провести? Дату я обозначил, уважаемые наши зрители. 6 по 28 июня 2022 года работает климатическая экспедиция. Она работает в преддверии климатического саммита, который будет проходить у нас в 2023 году. Чтобы вовлечь широкий круг наших жителей Якутии, в рамках климатической экспедиции будут проводиться круглые столы, дискуссионные площадки, будет проводиться экопросветительская деятельность, образовательная деятельность, стартует школа юного эколога, будет собираться материал для подготовки документального фильма о климате Республики Саха-Якутия. Поэтому всех заинтересованных просим быть вовлеченными, также принять участие на всех мероприятиях климатической экспедиции. Да, и в завершении у нас такой вопрос, остается совсем немного времени. Могут ли итоги экспедиции повлиять на качество противопожарных мероприятий в нашем регионе, так и в России? Очень хороший вопрос. Как раз я говорил о том, что цель экспедиции климатической – это адаптация объектов экономики, вообще народного хозяйства к тем последствиям, негативным последствиям. И выработка рекомендаций, она как раз положительно отразится и в том числе на противопожарных мероприятиях, на мероприятиях по охране и защите леса от лесных пожаров. Отлично. Ну, Сахамин Миланович, благодарим вас за информацию. Желаем вам удачи в дальнейшей работе, в частности, собственно, в этой экспедиции. Спасибо. Ну, я напомню, что о климатической экспедиции, которая пройдет в местах, где произошли лесные пожары летом прошлого года, нам рассказал председатель постоянного комитета Госсобрания Иль-Тумен Республики по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин Афанасьев. Но это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.